Ассалам алейкум, братья таджики, таджики из Таджикистана, Самарканда, Бухары, из России. Друзья, братья, опять-таки льется грязь в нашу сторону Таджикистана, а также в сторону таджиков, друзья. От кого? Вот от этой женщины. Ее зовут Светлана. Вот ее канал «Так живу». В этом видео, да, у себя пишет «День геноцида русских в Таджикистане». Ну, геноцида не было, без доказательства, без основания, друзья. Вот я ее поймал все-таки на лжи. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, чтобы видео поднялся в топ, друзья. Итак, правда, лишь только одна правда. Ничего, кроме правды, друзья. Я сейчас расскажу сначала про нее, да, как она обманывает, а потом уже покажу комментарии. Очень много комментариев под ее, то есть видео, что там люди пишут про таджикский народ, друзья. Давайте смотреть вот эту часть, да, сначала. Вот я сейчас вам покажу, это где-то 2 минута пошла. Вот где-то здесь, да. Сейчас. Вот отсюда. Давайте поехали. Предают русский народ, который стоит и защищает Россию на западных рубежах, не давая ползучей гниде нового фашизма добраться до самой России. Тогда было очень страшно. Фотографии, они безмолвные свидетели всего того, что показывалось. Вот смотрите, вот на этой фотографии. Вот она говорит про нас, да, про нас, таджиков. Вот эта фотография, я нашел доказательства, что она обманула всех своих подписчиков, а также нас, таджиков, обвиняя в том, что был в Таджикистане во время гражданской войны геноцид русского народа. Сама она, не зная, что такое геноцид, рассказывает про геноцид. Итак, друзья, давайте посмотрим комментарии. И я вам покажу, что тут пишется. Вот таджик пишет, видите? Какой-то таджик пишет. И он пишет, что лично автору у меня есть доказательства того, что ты, Светлана, из Испании обманываешь, снимаешь глупые видеоматериалы. Я предупреждаю, Светочка, испаночка, оставь в покое таджикский народ. Ты можешь говорить все, что угодно про другие народы и про таджикско-персидский народ, молчи. И он так пишет, этот таджик. А вот другие пишут много гадостей, смотрите. Итак, братья таджики, заходите сюда на ее канал, оставьте комментарии, чтобы она вышла на связь и поговорила со мной, да, с таджиком. Конечно, я буду рад с ней поговорить по поводу этого геноцида. Кто тут устроил геноцид? Я все отвечу, друзья. Понимаете, да? Вот видите, обратите внимание на это фото. Давайте теперь я перейду на свой материал. Все, что я приготовил. Итак, дорогие друзья, по поводу этого фото, да, я спросил несколько раз у чата GPT. Что ответил чат GPT? Давайте посмотрим. Ну, в общем, смотрите, я минутку остановлюсь и расскажу вам про события в Таджикистане. Гражданская война в Таджикистане, друзья. Итак,
Гражданская война в Таджикистане проходила в период с мая 1992 года по июнь 1997 года. Основное противостояние шло между правительственными силами и объединенной таджикской оппозицией. Наиболее активная фаза боевых действий пришлось на 1992-1993 года, после чего конфликт перешел в стадию затяжного. А вот масштабное столкновение начались весной 1992 года, после ареста мэра Душанбе. Нарастание политического кризиса. А вот завершение, давайте я вам расскажу, завершение гражданской войны, да, в Таджикистане. Война окончена подписанием общего соглашения об установлении мира национального согласия в Таджикистане 27 июня 1997 года в Москве, друзья. А вот по поводу жертвы, да, по разным оценкам погибло от 20 тысяч до 50 тысяч человек. Сотни тысяч стали беженцами. Причина – клановая борьба, тяжелое экономическое положение после распада СССР и идеологическое разногласие. Вооруженные силы России и другие страны СНГ принимали участие в охране государственной границы и стабилизации обстановки в период конфликта. Как я говорил, друзья, вот это фото, да, вот я буду сейчас рассказывать про это. Где это было? Я задаю вопрос чату GPT. А чат GPT отвечает: точно определить место только по этому фото сложно. Такие кадры встречаются. Несколько трагических событий позднее СССР постсоветского периода пишет. По визуальным признакам: одежда, толпа, характер съемки тела, выложенные на улице. Чаще всего такие изображения связывают сумгаитские погромы, Азербайджан, 1988 год. Вот видите, как получается? Еще раз. Смотрите, сумгаитские погромы, Азербайджан, 1988 год, друзья. Вот про это фото, да. То, что она поставила и говорит, вот это, говорит, было в Таджикистане, в городе Душанбе. Вот так вот убивали русских во время гражданской войны. Это все вранье и ложь. Не было такого, что в Таджикистане убивали русских, да. Она говорит, был геноцид. Что такое геноцид, сама она не знает. Я вот хочу рассказать про армянский геноцид. Вот это называется геноцидом, друзья. В ходе геноцида армян Османской империи с 1915 по 1923 года было уничтожено около 1,5 миллиона человек армян, да. Это число считается общепринятым международной историко-географической, хотя оценки общего числа погибших варьируются от 664 тысяч до более чем 1,5 миллиона человек. Ну вот скажите, пожалуйста, где тут геноцид в Таджикистане? Пускай сама ответит, выйдет на связь со мной поговорить, да. Я таджик. Я вот доказываю ей, что она обманывает.
И эти его подписчики там каждый раз поддакивают ей. Там у нее, я не знаю сколько, ну, в общем, есть, да, подписчики. Я вот это видео специально делаю для этой испанки, да, которая убежала в Испанию. И рассказывает каждый раз про таджиков. Ложь и провокация про того, как она говорит, что в Таджикистане было во время гражданской войны, о которой я говорил в начале, что убивали русских и был геноцид. Этого не было. Понимаете, да? Вот она делает межнациональную рознь между двумя народами. Русским народом и таджикским народом. Давайте теперь я, в общем, перейду на вот это, да, вот это фото. Я вот, как я говорил, задал вопрос, да, чату GPT, друзья. Теперь смотрим другие ответы. Это первый ответ, видите? А теперь второй ответ. Давайте посмотрим. Я вот говорю, это точно место, где это было. А чат GPT говорит, с высокой вероятностью это фото относится к событиям в городе Сумгаит. Видите? Речь идет о Сумгаитском погроме 27 февраля по 1 марта 1988 года. Именно там происходили сцены, когда убитых людей оставили прямо на улице, вокруг собрались толпы. Это совпадает с этим, что видно на этом изображении, друзья. Ну вот еще, вот третье, да, вот третий ответ. Смотрите. Здесь на третьем ответе, смотрите, одежде, характеру сцены, это классическое фото именно из сумгаитского события 1988 года. И здесь пишется, если хочешь, могу найти именно оригинальный источник этого конкретного снимка на 100%, который, да. Итак, дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, чтобы видео поднялся в топ. И это видео дошло до адресата, друзья. Вот и все на сегодня. Пока, ребята. До новых видео.